2 года без Эрвина Ибрагимова. 24 мая 2016-го 31-летнего члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар и члена регионального меджлиса затолкали в микроавтобус люди в форме ГИБДД. Прошло 2 года, однако ни самого Эрвина, ни исполнителей похищения так и не нашли. За что Эрвин Ибрагимов стал очередной без вести пропавшей жертвой оккупационных властей Крыма и почему его до сих пор не нашли, расскажем далее. 24 мая 2016-го, 22 часа 24 минуты, улица Мира, 9 в Бахчисарае. Камера наблюдения фиксирует момент похищения 31-летнего члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. До дома в тот вечер он не доехал несколько метров. По требованию людей в форме полицейских Эрвин выходит из авто и уже через минуту оказывается в белом микроавтобусе. Эти кадры стали главным доказательством по делу о похищении Эрвина Ибрагимова. Месяц спустя так называемая прокурор Крыма Поклонская в интервью заявляет: гаишники не похищали Эрвина, потому что их там нет. Данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым. И вообще постовой группы сотрудников ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. В том, что Эрвина Ибрагимова похитили именно сотрудники ДПС, уверен его отец Умер. Сын звонил ему около 10 вечера, спрашивал, где лежат документы на автомобиль, мол, остановили гаишники. Уже через несколько минут мобильный Эрвина был выключен. Умер Ибрагимов вспоминает, сын знал, что за ним следят. Несколько дней до похищения его повсюду сопровождал белый легковой автомобиль. Это чисто спланированная операция, которая смотрелась и наблюдали за каждым его движением, где он, куда, как, в какое время ездит. И похищали, когда 4 машины, они работали на рации или на телефонной связи. В свои 30 Эрвин Ибрагимов уже работал в Бахчисарайской городской администрации, был депутатом городского совета и членом исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Именно за активную гражданскую позицию и чтобы держать в страхе крымских татар, Эрвина Ибрагимова и похитили оккупанты. Нам кажется, что его фигура была выбрана с целью показать, что мы уже рядом. С каждым из вас может что-то подобное произойти и так далее. То есть посеять страх уже даже среди тех, кто не боится. Оккупационные силовики приняли заявление о похищении Эрвина Ибрагимова лишь спустя 3 дня. И только после того, как возле здания бахчисарайской полиции собрались люди с требованием ускорить поиск Эрвина. Если вы захотите найти, вы весь Крым перевернете вверх дном. Поисками Эрвина Ибрагимова в Крыму занимались не так называемые правоохранители, а родственники и друзья. Но все напрасно. За 2 года дело так и не сдвинулось с мертвой точки. По словам председателя меджлиса Рифата Чубарова, Эрвина не нашли, потому что похитили его те же люди, которые сейчас расследуют это дело. Формальні процедурні моменти, пов'язані з нібито розслідуванням з боку окупаційних цих органів, вони завершилися нічим, а вони і не могли іншим завершитися. Вони ж не будуть самі себе розслідувати свої злочини. Ми сподіваємося на те, що колись все це завершиться і Эрвин живий. Надеяться, что Эрвин жив, это все, что остается убитым горем родителям, а еще молиться за его скорейшее возвращение домой. Татьяна Сули, Людмила Гарпинич, Ислам Пинка, Заман, АТР. Именно оккупационная российская власть приложила руку к похищению Эрвина Ибрагимова в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя меджлиса Ильми Умеров. По его словам, сегодня по всему Крыму проходят дуа за Эрвина с верой, что он все-таки вернется домой.